Круто, Надежда Николаевна. Я здесь. Слово вам. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о том, как помочь детям и не просто изучить науки, но и мыслить нестандартно. Развивать гибкость ума, умение анализировать и создавать новые идеи. Все эти навыки необходимы для освоения космоса, темы, которые вдохновляют и открывают новые горизонты во всех областях науки. Но как сделать так, чтобы школьники не просто запоминали факты, а развивали мышление исследователя? Как помочь им лучше воспринимать сложные научные концепции? Один из инструментов, который может нам в этом помочь, это нейрогимнастика. Сегодня я расскажу, что такое нейрогимнастика и почему она важна, как упражнения для мозга помогают изучать космические дисциплины, и самое главное, какие упражнения можно использовать на практике. А в конце нашего разговора мы попробуем выполнить буквально одно упражнение, попробовать его на себе и убедиться лично, как это работает. Слайд номер 2. Вот такая нейрогимнастика. Нет, верните, пожалуйста, второй слайд. Нейрогимнастика – это комплекс упражнений, направленный на активацию работы мозга. Она помогает наладить взаимодействие двух полушарий, что ускоряет процессы обучения, запоминания и обработки информации. Научные исследования подтверждают, регулярные нейрогимнастические упражнения повышают концентрацию внимания на 25-30%, улучшают скорость обработки информации и принятия решений, развивают способность к нестандартному мышлению. И самое главное, активизируют оба полушария мозга, что особенно полезно при изучении сложных предметов, таких как физика, математика, астрономия. Но каким образом это связано с космосом, спросите вы меня? Третий слайд, пожалуйста. Почему нейрогимнастика важна в изучении космоса? Третий слайд, пожалуйста. Космос – это не просто набор фактов о планетах и звездах, это огромная интеллектуальная задача. Чтобы понимать и осваивать его, необходимо развивать несколько ключевых когнитивных способностей. Пространственное мышление помогает понимать движение небесных тел, орбитальные траектории, влияние гравитации. Быстрая обработка информации нужна для анализа данных с космических зондов, телескопов и спутников. Креативность, без нее невозможно придумать новые технологии, проекты, связанные с освоением космоса. Именно нейрогимнастика помогает развивать эти способности. Четвертый слайд, пожалуйста. Вот мое обоснование через примеры упражнений. А теперь следующий слайд. А теперь самая интересная практика. Я расскажу о нескольких упражнениях, которые можно использовать в образовательных процессах. Первое упражнение – крест-накрест для улучшения памяти и аналитики. Учащиеся поочередно касаются правым локтем левого колена и наоборот. Это упражнение можно делать лежа и можно делать стоя, одновременно проговаривая названия планет и в правильной или обратной последовательности. Можно выполнять стоя и лежа. Я уже сказала, развивает память, внимание, скорость мышления. Следующий слайд. Упражнение «Восьмерка глазами». Демонстрация пропала. Для пространственного мышления нужно медленно вести глазами по воображаемому знаку бесконечности. Можно представлять, как движется спутник вокруг Земли. Помогает улучшению воспринимания динамических процессов. Следующий слайд – зеркальное рисование. Для креативности нужно двумя руками одновременно нарисовать зеркальные картинки, например, орбиту планет или галактику. Это активизирует оба полушария и помогает генерировать нестандартные идеи. Всевозможные вот такие лабиринты двухсторонние, можно на бумаге, можно распечатанные. Есть, конечно, и такие шаблоны, как на пластике, на древесине. Очень часто применяю у себя на практике для занятий со своими детьми. Следующий слайд – пальчиковая гимнастика. Для быстрой обработки данных нужно поочередно соединять пальцы
в определенной последовательности, одновременно проговаривая физические законы или формулы, развивает логическое мышление и скорость реакции. Следующий слайд. Мнемоническая ходьба. Для улучшения концентрации учащиеся двигаются по комнате и проговаривают основные этапы освоения космоса, от запуска первого спутника до полета на Марс. Это помогает запоминать информацию через движение, что особенно полезно для активации детей. А теперь давайте попробуем буквально одно из упражнений вместе. Я предлагаю вам упражнение пальчиковая гимнастика. Кто меня видит, пожалуйста, приготовьте перед собой 2 руки. Самое простое упражнение. Вот такой знак и знак клёво. Теперь делаем хлопок, меняем. Хлопок, меняем. Можно сначала потихонечку начать, это пальчиковая гимнастика, а потом уже идем на ускорение. Учащаемся. Хлопок, поменяли, хлопок, поменяли, хлопок, поменяли. Это самое простое. Теперь усложняем. Делаем алло, а здесь делаем вот такой рок-жест, как будто мы на дискотеке находимся. Поменяли. 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 Это выглядит, конечно, очень забавно со стороны, но дети на моих занятиях немножечко от физической нагрузки отвлекаются, через вот такие нейрогимнастические упражнения дают себе такой, знаете, отдых буквально 2-3-минутный, и они готовы снова к хорошей физической нагрузке. 10-й слайд, пожалуйста, включите следующий. Итак, подведем итоги. Мы рассмотрели, как нейрогимнастика помогает изучать космос, развивая ключевые когнитивные навыки. Космос требует нестандартного мышления, быстрого анализа информации и способности работать с большими данными. Нейрогимнастика помогает учащимся быстрее усваивать сложные концепции и находить новые решения. Она делает образовательный процесс интересней, увлекательней и более продуктивным. Итак, мой призыв к вам, уважаемые коллеги, включайте упражнения нейрогимнастики в STEM-уроки, используйте интерактивные методы для вовлечения школьников, развитие исследовательской и критического мышления, чтобы подготовить детей к будущим научным открытиям. Космос – это бесконечные возможности. Давайте поможем нашим детям мыслить свободно, мечтать и воплощать в жизнь самые смелые идеи. Итак, сегодня с вами была я, Шукрута Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования, руководитель цирковой студии «Драйв», стаж работы 21 год. И благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я оперативно ответила, могу ответить на 2-3 вопроса. Спасибо большое вам за интересный доклад. Спасибо вам. Спасибо большое. Гимнастику будем применять. Есть еще? Ага, хорошо. Спасибо вам, Надежда Николаевна. Очень интересно. Так, следующий у нас... Я. Да, Дарья Сергеевна, слово вам. Сейчас я переключаю. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу поговорить о том, как мы, учителя, можем использовать тему космоса как мощный инструмент в проектной деятельности, особенно в рамках робототехники. Космос для нас – это не просто тема, это огромное поле для пробуждения интереса к науке, технике, конструированию. И что важно, это тема, которая реально работает. Ученики с удивлением и радостью применяют знания по физике, математике, информатике в реальных задачах. Казалось бы, космос и робототехника – две масштабные и серьезные области, но именно их сочетание дает мощный импульс к развитию инженерного мышления, творчества и практического применения знаний. У школьников и студентов космос – это не просто тематика, это целая вселенная задач и открытий и вызовов, которые можно решить через проектную деятельность. Следующий слайд. Почему именно космос можно выбирать? Ну, во-первых, тема космоса по-настоящему вдохновляет. Для детей и подростков это романтика звезд, ракеты, Марс, Луна. А для педагогов это возможность в рамках одной темы объединить много наук, такие как физику, математику, информатику, биологию, ну и, конечно, робототехнику, о которой сейчас говорим. Во-вторых, космос дает реально интересные задачи, которые можно адаптировать под уровень школьников и студентов. Следующий слайд.
Ну, если приведу несколько примеров проектов, которые можно вполне реализовывать. Первый проект, который можно осуществить, это марсоход своими руками. Например, ученики могут получить задачу создать модель марсохода, который может передвигаться по пересеченной местности, избегать какие-то препятствия, собирать данные с поверхности. Такой проект может включать в себя и программирование датчиков, и конструирование ходовой части, и работа с такими наборами, которые сейчас популярны в школах, как Arduino и Lego Mindstorms. Ну и в завершение можно сделать защиту проекта в демонстрации испытаний на марсианском полигоне, который мы можем сделать вообще из подручных средств. Песок, камни и так далее. Что будет включать еще и STEM-подход. Следующий, например, это космическая станция, автоматизированная система жизнеобеспечения. Проект направлен на моделирование процессов, которые могут обеспечивать жизнь на орбите. Ученики могут создать систему автоматического полива растений на базе какого-то контроллера, программировать сенсоры температуры и влажности, изучать, как устроены замкнутые экосистемы. И здесь будет развиваться не только инженерное мышление, но и понимание биологии и устойчивого развития. Следующее, как вариант, это... Нет, пока тут слайд еще. Это спутниковая связь и управление. В рамках этого проекта можно моделировать, как управляются спутники, как передается сигнал Земли в космос и обратно, как можно построить наземную станцию слежения с антеннами и сервоприводами. И даже простая модель, поворачивающаяся за спутником, развивать будет навыки управления сервомоторами и работы с координатами. Следующий слайд. Где же эту тему можно применить в Казахстане? У нас сейчас всегда остро стоит вопрос, что нам нужно участвовать в конкурсах, которые будут учитываться при нашей аттестации. И, казалось бы, космос – такая тема, которую применять можно во многих сферах. Во-первых, это конкурс научных проектов ЗЕРДЕ. У нас есть всегда там секция робототехника, STEM, информатика. Секция физика и космос, куда тоже можно отнести различные проекты с космосом связаны. Это научно-практическая конференция. Кто-то экран запустил? Давайте. Это НПК для 9-11 классов. Там есть секция «Наука о Земле и космосе». Туда можно тоже отнести все проекты, в том числе робототехнические. Проводятся ежегодно межрегиональные конференции Сергея Королева, различные конкурсы Казроба Project, то есть все туда можно отнести наши проекты, связанные с роботами. Тут на слайдах, на следующих, представлено несколько личных работ и проектов, можно следующий слайд включать, которые тоже объединяют космическую тематику. Вы видите, как даже просто напечатанный полигон для фона создает красивую картину того, что роботы действительно находятся в космосе. Это роботы лунной станции были. Следующие картинки. Это тоже различные конкурсы, где выступали конкретно с космической тематикой. Так, следующий слайд. Что пока сбился. Различные конференции, где можно выступать, не только конкурсы проектов. И следующий слайд. Проектная деятельность на космическую тематику дает ребятам не только знания, но и навыки работы в команде, планирования, прототипирования, публичной презентации своих решений. А главное, дети учатся находить решения в нестандартных ситуациях. Многие из этих навыков – это основа будущих инженерных профессий. Не случайно крупные космические агентства, такие как НАСА и ЕСА, активно поддерживают образовательные программы с элементами робототехники. Следующий слайд. В заключение хочется сказать, что космос – это идеальный контекст для обучения через действие. Это не просто далекое и непонятное, это наш инструмент, чтобы зажечь интерес к науке, инженерии и технологии. И чем раньше мы дадим детям возможность почувствовать себя исследователями Вселенной, тем быстрее они вырастут настоящими инженерами и учеными. На этом выступление подходит к концу. Если есть вопросы. Спасибо большое, Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна, үлкен рахмет, өте қызықты жобалық жұмыстарыңыз, өте тамаша. Көп рахмет сізге. Келесі спикерге сөз берсек, онда бізде Толқын Амангелдиновна. Қазір. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздермен қазақ тілі сабағын STEM пәндерімен ықпалдастыру арқылы
оқушылардың зерттеу және коммуникативтік дағдыларын дамыту тақырыбында өз тәжірибемен бөліскім келеді. Заманауи білім беруде STEM пәндерінің маңызы артып келеді. Осы бағыттарда қазақ тілі сабағымен ықпалдастыру арқылы оқушылардың сыни ойлау, зерттеу, шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын дамытуға болады. Келесі слайд. Жалпы STEM дегеніміз не? Бұл ғылым, технология, инженерия, өнер және математика пәндерінің интеграциясы. Қазіргі заман талабына сай, оқушылар тек тілді меңгеріп қана қоймай, оны ғылым, техника, өнермен байланыстыра алуы тиіс. Сондықтан қазақ тілі сабағында STEM элементтерін кіріктіру оқушының функционалдық сауаттылығын, зерттеушілік және коммуникативтік дағдыларын дамытуда тиімді жолдардың бірі. Себебі соның нәтижесінде оқушы бойында метапәндік құзыреттіліктерді дамыта аламыз. Келесі слайд. Слайд көрінбей қалды және. Қазір. Қазақ тілі сабағында осы бағыттарды енді қалай кіріктіруге болады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Қазақ тілі сабағында STEM элементтерін қолданудың бірнеше жолы бар. Мысалы, түрлі дерек көздерден мәліметтерді жинау, ақпараттарды салыстыру арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыта аламыз. Технологияларды қолдану арқылы ақпараттық коммуникациялық құзыреттіліктері артады. Инженериялық жобалар жасау арқылы олардың шығармашылық қабілеттері мен мәселелерді шешу дағдылары қалыптасады. Әрине, бұл тілде маңызды рөл атқарады. Бұл жерде қазақ тілі сабағы болғаннан кейін қазақ тілінде болу керек. Өнер элементтерін қолдану арқылы эстетикалық талғамды дамиды, статистика мен кестелермен жұмыс істеу арқылы логикалық ойлау қабілеттері жетіледі. Келесі слайд. Мына Көкжиек Оразбаеваның авторы Оразбаева Көкжиек оқулығында бізде 8-ші сыныпта Қазақстан Байқоңыр ғарыш деген бір толық бөлім бар. Осы бөлімді егер алатын болсақ, осы бөлім арқылы оқушылардың ғарыш туралы білімдерін кеңейтуге, қазақ тілінде ауызша сөйлеу, өз ойларын жеткізуге және зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Мысалы, Нұртөре Жүсіптің Қыран қазақ деректі әңгімесін талдайтын болсақ, бұл жерде балалардың және аналитикалық ойлау дағдылары өте жақсы дамытуға болады. Және де Тоқтар Әубәкіров және Айдын Айымбетов сияқты тұлғалар жайлы подкаст стайл сұхбат құрастыруға болады. Келесі слайд. Енді ықпалдастыру формасына қарайтын болсақ, мына кестеде қазақ тілі сабағында STEM пәндермен ықпалдастыру арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға болатындығын әбден көреміз. Мысалы, осы бөлімде өткенде біз Қыран қазақ деректі әңгімесін негізге ала отырып, оқушылармен зерттеу жобасын жасайтын боламыз. Олар Байқоңыр туралы мәліметтер жинап, ғарышкерлермен онлайн сұхбат құрастырып, подкаст формасында бейне материалдар дайындайды. Бұл жерде әрине ғылым, технология және тіл бір-бірімен тығыз байланысады. Келесі. Оқушылар Қазақстан Байқоңыр ғарыш атты бөлімді өту барысында түрлі дерек көздерден ақпарат жинап, салыстырып, талдау жасап, зерттеу жүргізіп, сұхбат жүргізіп, топпен, жұппен жұмыс жасап, сыни ойлау дағдыларын қалыптастырады. Осы бүкіл бөлімді өту барысында. Және де соңына келген кезде, бөлімнің соңында келген оқушылар топтасып, әр топ өзінің жобасын әзірлеп шығу керек, және бөлімнің аяғында қорытынды жұмыс ретінде. Бұл жоба оқушылардың ғылыми техникалық білімдерін кеңейтуге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және өз идеяларын қазақ тілінде еркін жеткізуге мүмкіндіктері бар. Келесі. Сонымен қорытындылай келе, қазақ тілі сабағында STEM әдісін қолдану бұл оқушының жан-жақты дамытудың тиімді жолы деп санаймын. Себебі қазіргі уақытта тіл тек қана қарым-қатынас құралған емес, ол зерттеу, ол ой бөлісу, әлемді тану құралына айналып отыр. Рахмет. Мен де осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса. Спасибо большое, Татьяна Андреевна. Көп рахмет, өте ақпаратты баяндама болды. Олай болса, біз келесі спикерге сөз берейік. Келесі спикер бізде Наталья Викторовна. Уважаемые коллеги, добрый день. Я поздравляю всех нас с Днем науки, с Днем космонавтики. И вашему вниманию предлагаю
выступление по теме «Интеграция математики и робототехнических средств в учебно-исследовательской деятельности школьников». Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это одна из прогрессивных форм обучения в современной школе. Она позволяет в наиболее полной мере выявлять и развивать как интеллектуальные, так и творческие способности учащихся. В связи с этим является актуальным разработка различных методов и подходов, которые будут способствовать формированию и оценке исследовательских навыков школьников. Я поделюсь опытом своей работы по формированию исследовательских навыков у старшеклассников через интеграцию математики и робототехнических средств. Пожалуйста, следующий слайд. В нашей школе ведутся факультативные курсы робототехника и программирование беспилотных летательных аппаратов. Знания, получаемые детям в рамках данных кружков, я использую на своих факультативных занятиях по математике. Пожалуйста, следующий слайд. Учебно-исследовательскую деятельность школьников организовываю в 4 этапа. Следующий слайд. Которые могут быть реализованы на одном или на нескольких занятиях или во внеурочное время. Слайд не переключили. Слайд? Да. Сейчас, подождите. Третий слайд. Вот это? Нет, выше. 31 у вас идет под номером. 31 сейчас. Да. Ага. Угу. Так, на слайде представлены этапы. Первый этап – это подготовительный, второй этап – исследовательский, третий этап – заключение и четвертый этап – это самостоятельное составление учащимися задач и презентация их решения. На данном этапе дети учатся моделировать реальные жизненные ситуации в задачах. Давайте рассмотрим реализацию каждого из этапов на примере изучения темы свойства степеней вершин графа. Первый этап включает постановку проблемного вопроса. Можно ли фигуры изобразить одним росчерком? Конечно, чтобы ответить на поставленный вопрос, можно воспользоваться методом проб и ошибок. Однако, если фигура будет более сложной, то данный метод будет очень трудоемким, и вероятность дать правильный ответ будет очень низкая. Переходим ко второму этапу. Организовываем исследовательскую деятельность школьников по изучению теоремы Эйлера о изображении фигур одним росчерком и изучаем алгоритм поиска Эйлерова пути или цикла. То есть алгоритм, который позволит записать последовательность из вершин графа, определяющую траекторию изображения фигур одним росчерком. Третий этап – это решение задач по теме различного уровня сложности, уровень А, Б, С. И четвертый этап – это самостоятельное составление детьми задач. Задачи составляются в соответствии с уровнями математических компетенций. Пожалуйста, следующий слайд. На данном слайде мы видим уровни математических компетенций. При этом мной используется таксономия Блума, которая позволяет через конкретные действия школьников осуществлять диагностику по формированию уровней мышления. Задачи уровня воспроизведения могут составить все школьники. Это задачи, при решении которых необходимо прямое применение в знакомой ситуации известных правил, свойств, стандартных приемов. По данной теме дети в тетрадках изобразили графы и сформулировали вопрос, можно ли показать данный рисунок одним росчерком. Если проводить это занятие перед Днем космонавтики, то можно обыграть ситуацию следующим образом. Каждая вершина графа – это планета Солнечной системы, проложить пути между планетами и спросить, можно ли все планеты посетить, не проезжая по одному пути дважды или более раз. По таксономии Блума это уровни знания, понимания, применения. Задачи на установление связи могут составить уже не все дети, но большинство. Это задачи, при решении которых необходим переход от одной формы информации к другой, создание математической модели, применение различных методов к решению задач, интерпретация полученного решения. По таксономии Блума это анализ, синтез. Многие дети предложили изобразить граф
не от руки в тетради, а с использованием компьютерных программ. Сейчас достаточно много компьютерных программ, которые позволяют создавать как плоские, так и объемные геометрические фигуры. Это такие, как GeoGebra, Desmos.com, графопостроитель и другие. И уже к задачам сформулировали вопрос: составить алгоритм для нахождения Эйлерова цикла или пути. И только некоторые дети могут составить задачи, соответствующие уровню рассуждений. Это задачи, при решении которых осуществляется интегрирование знаний из разных разделов курса математики или межпредметная связь, самостоятельная разработка алгоритма действий, нахождение закономерности, обобщения. По таксономии Блума это оценка. На слайде вы видите пример задачи, составленной школьником, соответствующая уровню рассуждений. Так, слайды все исчезли. Сейчас, подождите. Так, задача включает в себя, первый пункт – это изобразить в программе Desmos.com графы одним росчерком. Далее, составить программу, которая будет определять алгоритм для нахождения Эйлерова цикла. Третий пункт – это разработать модель виртуального робота на платформе VRVX.com. И эти графы взяты за основу эскизов клумб цветочных, которые можно расположить на, например, школьном дворе. Но чтобы клумбы выглядели привлекательно, красиво, необходим за ними комплексный уход. Для этого предлагается сборка и программирование роботов с использованием конструктора Lego Spike или программирование робота, которое будет осуществлять комплексный уход и наблюдение за данными клумбами. Ну, и так как наша планета тоже входит в состав Солнечной системы, то мы должны заботиться о том, чтобы наша Земля выглядела красивой и была чистой. Эта задача в дальнейшем была взята за основу проектной работы ученика. Следующий слайд. Проектная работа «Применение теории графов и робототехнических средств в процессе благоустройства школьной территории». Идея проекта – это показать применение теории графов для экономичного и рационального использования робототехнических средств. Следующий слайд. Примеры еще нескольких проектных работ, выполненных учащимися среднего звена с использованием робототехнических средств. Проектная работа «Определение площади загрязненного участка с использованием квадрокоптера и формулы Пика и его роботизированная очистка» была выполнена учащимися 7 классов при изучении темы площади геометрических фигур. Используя квадрокоптер, дети сделали фото загрязненного участка в природоохранной зоне Иртыша. Затем на пятно загрязнения была нанесена сетка и вычерчен многоугольник с вершинами в узлах сетки. Площадь многоугольника почти совпадает с площадью пятна загрязнения. Площадь многоугольника мы можем вычислить, используя формулу Пика и учитывая масштаб фото. И также, чтобы очистить данный участок, осуществляется сборка и программирование робота Lego EV3, который будет являться как робот-уборщик. Следующая проектная работа, пожалуйста, следующий слайд, демонстрирует использование формул комбинаторики при разработке туристических маршрутов. Учащимися с использованием квадрокоптера была проведена фотосъемка хорошо известной базы отдыха, где они часто бывают классом на отдыхе, база отдыха «Восток Тур Драйв». На фото наносится клетчатая сетка и показано, как с помощью формул комбинаторики можно рассчитать количество туристических маршрутов с учетом начального и конечного пункта, с учетом условий перемещения, учитывая запретные точки и так далее. Ну и чтобы ускорить процесс вычисления, используется электронная таблица Excel. Вот я привела в качестве примеров несколько проектных работ учащихся, которые демонстрируют интеграцию математики и робототехнических средств. Все эти знания учащиеся также могут использовать в области освоения космоса, потому что робот сделает намного больше и лучше в тех недоступных для человечества местах. Так, у меня все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Наталья Можно задать Викторовна. вопрос? Это математика для детей каких классов? Это математика для детей, начиная с 7 класса в рамках факультативных занятий. Спасибо большое. Наталья Викторовна, үлкен рахмет. Өте тамаша жобалық жұмыс. Келесі сөзді біз Ирина Владимировнаға береміз. Ирина Владимировна, вы тут? Да, здравствуйте. Здравствуйте, сейчас переключаю. Сегодня мы отмечаем день, когда человечество впервые шагнуло за пределы нашей планеты и открыл дорогу к звездам. Тема моего выступления – это исследование характеристик магнитных полей планет Солнечной системы на уроках STEM в рамках проектной работы. Актуальность выбранной темы связана с тем, что магнитные поля планет Солнечной системы изучены недостаточно хорошо, вследствие чего информации по данной теме не так много. Тем более мы знаем, что магнитные поля, они влияют на жизнедеятельность нашей планеты. Это достаточно интересная тема для исследовательской работы, которую я предлагаю своим ученикам на уроках STEM, который является вариативной частью нашего компонента. Следующий слайд, пожалуйста. Данный проект служит примером успешной интеграции STEM-дисциплин и способствует развитию исследовательских навыков у школьников. Исследование на уроке требует подключения дополнительных данных в области астрофизики и других междисциплинарных связей. Мы с учениками разбираем только ключевые моменты работы над проектом. Далее ученик, он заинтересован темой, может написать проект, изучив и углубившись в процесс познания. Ирина Владимировна, звук, пожалуйста. Все хорошо, извините. Можно следующий слайд? Да. В результате работы над проектом, когда ученики данную тему изучили, они создают таблицу характеристик магнитных полей Солнечной системы. Использование созданной таблицы в проектной деятельности позволяет им углубить знания в области физики, астрономии и информатики. Сравнение величин и особенностей магнитных полей, представленных в таблице, стимулирует исследовательский интерес и побуждает к поиску ответов на вопросы о причинах различия и взаимосвязи между планетами. Проект может быть расширен путем анализа данных таблицы, поиска дополнительной информации из научных источников и построения графиков и диаграмм, создания моделей магнитосфер данных планет, а также разработки собственных гипотез о происхождении и эволюции планетарных систем. Такой подход способствует развитию критического мышления, умению работать с информацией. Можно следующий слайд. Далее ученикам предлагается зарисовать картины силовых линий магнитных полей разных планет. Ученики достраивают картину влиянием Солнца на магнитосферы планет, так как Солнце искажает их магнитосферы, делая вывод об условиях жизни на данных планетах. Разработанная таблица и основанный на ней проект являются эффективным инструментом для формирования учащихся целостного представления Солнечной системы, понимая фундаментальные физические законы, действующие в космосе, и различные ключевые компетенции. Данный опыт может быть адаптирован и использован в других образовательных учреждениях для активации деятельности учащихся и повышения интересов к изучению естественно-научных дисциплин. Можно следующий слайд? То есть мы можем привести пример таблицы учеников, которые они составили. Мы видим, что дети уже понимают, где магнитные поля сильнее, где они слабее, на каких планетах магнитных полей вообще нету, значит, жизнь там, в принципе, невозможна. Можно следующий слайд? То есть в результате работы в группах по изучению магнитных полей учащиеся представляют результаты исследования, делают выводы, на каких планетах жизнь возможна или невозможна в принципе. Также развиваются исследовательские навыки. Навыки работы с информацией, межпредметная интеграция, работа с цифровыми инструментами и визуализация данных, умение работать в команде, вести проектную работу, деятельность, критическое логическое мышление и креативность. Следующий слайд. Работа над данным проектом позволяет учащимся не только погрузиться в процесс научного исследования, но и почувствовать себя частью настоящей исследовательской команды.
Такой подход не только повышает мотивацию к обучению, но и формирует у школьников необходимые для будущего навыки 21 века. Сегодня мы с девочками моего класса пойдем в библиотеку Пушкина нашу и будем защищать данный проект на области. То есть наши девочки подготовили эту таблицу и будут рассказывать проект по теме «Возможно ли жизнь на данных планетах и почему нет?». На этом, я думаю, можно завершить. Спасибо за внимание. Көп рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Есть вопросы? Спасибо, Ирина Викторовна. Все понятно. Спасибо. Жақсы, олай болса біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі спикер Турсунбаева Надежда Кусаиновна. Здесь? Да, здесь. Здравствуйте, добрый день всем. Турсунбаева Надежда Кусаиновна, тема «Космос, Байконур и искусственный интеллект». Как технологии помогают учащимся специализированных коррекционных школ думать и исследовать. Современные технологии открывают новые горизонты в образовании, особенно для учащихся с особыми образовательными потребностями. Сегодня, благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, развитию цифровых платформ и увлекательным темам, таких как освоение космоса и история Байконура, появляется возможность не просто адаптировать обучение, а сделать его по-настоящему вдохновляющим и доступным. Космос – это метафора мечты и исследования. Байконур – это символ технологического прорыва Казахстана. Искусственный интеллект – это инструмент, который помогает каждому ученику, независимо от его возможностей, думать, исследовать и чувствовать свою значимость. Тема космоса как мотивация для познания и мечты. Обоснование. Дети с особыми образовательными потребностями часто испытывают трудности с концентрацией, мотивацией. Темы, связанные с космосом, будет воображение, вызывают живой интерес и создают эмоциональную вовлеченность. Байконур – это не просто космодром, это точка на карте Казахстана, откуда человечество отправилось к звездам. Использование таких образов на уроках помогает формировать позитивное отношение к учебе и к собственной стране. Искусственный интеллект как помощник в адаптации учебных материалов. Обоснование. Искусственный интеллект позволяет адаптировать информацию под конкретные особенности каждого ученика. Например, для детей с нарушением слуха видео с субтитрами. Пожалуйста, можете выключить звук, пожалуйста. А у кого звук идет? Ленова, вашу. Галина Михайловна, можете, пожалуйста, выключить звук? Угу. Например, для детей с нарушением слуха видео с субтитрами, для детей с нарушением зрения аудиоформат или описание. Система может предлагать задания разного уровня сложности, сопровождать обучение голосом, визуальными образами, пошаговыми инструкциями. Это делает процесс обучения гибким и персонализированным. Третье. Использование ИИ для развития мышления и самостоятельного исследования. Обоснование. ИИ может задавать ученикам вопросы, провоцировать на размышления, направлять в ходе мини-исследований. Например, ученик может задать вопрос, почему космонавтам нужна специальная одежда? И искусственный интеллект не просто ответит, а предложит подумать, что будет, если выйти в космос без скафандра. Такие практики развивают навыки критического мышления, логики, анализа и формируют исследовательскую позицию. Четвертое. Космос и Байконур как контекст для интеграции разных предметов. Обоснование. Тема космоса может быть использована на уроках математики, измерения расстояния, расчеты скорости, биологии, как организм человека реагирует на невесомость, географии, где расположен Байконур, какие страны участвуют в космических программах, истории, первые полеты Юрий Гагарин. И, конечно, на уроках искусства, рисование ракет, макеты. Такой междисциплинарный подход помогает детям устанавливать связи между знаниями и применять их в жизни. Пятое. Развитие навыков коммуникации и самовыражения через цифровые проекты. Обоснование. Ученики специальных школ могут создавать собственные мини-проекты о Байконуре, космонавтов, строить модели ракет, записывать видео или презентации с помощью искусственного интеллекта. Например, озвучка текста, монтаж ролика. Это дает им возможность проявлять себя, выразить мнение, почувствовать, что их голос слышен. Такие проекты укрепляют уверенность в себе и развивают навыки коммуникации, что очень важно для наших детей.
Байконур как элемент национальной гордости и личной идентичности, обоснования. Для казахстанских школьников знание о Байконуре – это не только изучение науки, но и формирование гражданского самосознания. Специальным учащимся важно чувствовать свою сопричастность к достижениям страны, вовлечение их в исследование отечественной науки и культуры, укрепляет уважение к себе и своей истории. Космос вдохновляет, Байконур объединяет, искусственный интеллект направляет. В совокупности эти три силы становятся мощным образовательным инструментом, особенно важным для детей с особыми образовательными потребностями. Мы не просто обучаем их, мы создаем условия, в которых каждый ребенок может мечтать, исследовать, думать и гордиться собой. Использование искусственного интеллекта и тематики космоса в специальных школах – это шаг по-настоящему новому, инклюзивному и гуманному образованию будущего. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Надежда Кусаиновна. Көп рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Есть вопросы? Хорошо, тогда продолжаем. Келесі бізде Кенжебаева Минира Ергазықызы. Осындасыз ба? Иә, осындамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі баяндамам тақырыбы жұлдызды көпір, ғарыш барлық ғылымдардың қайнар көзі. Ғарыш адамзаттың ежелден қызығушылығын оятып келе жатқан шексіз әлем. Ғарыш тек астрономия ғылымының ғана емес, барлық ғылым салаларының дамуына түрткі болды. Ғарыш арқылы физика, математика, заңдылықтар ашылды, техникалық ғылымдарды, ғарыш кемелері мен жер серіктері жасалды. Ал медицинада салмақсыздық жағдайындағы адам ағзасының ерекшеліктері зерттелді. Сонымен қатар ғарыштану тіл мен әдебиет, мәдениет және өнерге де тың шабыт берген ғылым. Келесі слайдты ашуға болады ма? Қазақ халқының ғарышқа қосқан үлесі зор. Байқоңыр ғарыш айлағы, әлемдік ғарыш зерттеулерінің алтын көпірі. Қазақтың батыр ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов сияқты ұлттың мақтанышы. Ғарыш тақырыбы тек қазақ тілімен де біліміне де өз әсерін тигізіп келе жатыр. Қазақ тілінде ғарышкер, салмақсыздық, ғарыш айлағы, ғарыш кемесі, жұлдыздар әлемі, аспан денелері сияқты жаңа сөздер мен терминдер пайда бола бастады. Сондықтан да ғарыш ғылым мен білімнің, өнер мен мәдениеттің тоғысқан алтын көпірі деп айтуға болады. Қазақ тілі сабағында ғарыш тақырыбы оқушылардың сөздік қорын байытып, ғылыми стильді меңгеруге, шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Ғарыш кеңістіктің бейнесі қазақ тілінде ерекше көрініс тапқан. Халық астрономиясына қатысты көптеген атаулар, жұлдыздар мен шоқжұлдыздар қазақша аталып, тұрмыстық және мәдени мағынаға жүктеген. Мысалы, темірқазық, үркер, жеті қарақшы, сүмбіле сияқты шоқжұлдыздар қазақ халқының өмірінде бағдаршам рөлін атқарып келді. Осы ғарыш әлемін шексіз деп айтатын болсақ, адамзат ежелден түнгі аспанға қарап сырын ашуға ұмтылды. Ғарыш ғылым мен өнерге шабыт көзі, физика, математика, медицина, техника дамуына ықпал етті. Әдебиет пен өнерде ғарыштың бейнелерінің терең көрінісін тапты. Келесі ашуға болады ма? Ғарыш ғылымдары бұл физика пәнімен, химия пәнімен, биология, информатика, инженерия, робототехника барлық пәндермен байланысы бар. Соның ішінде келесі слайд ашуға болады ма? Соның ішінде мен өз пәніме қатысты қазақ тілі пәнімен қандай байланысы бар екенін атап өткім келеді. Ғарыш тақырыбында қазақ тілі мен лексикамен қандай байланысы бар? Ғарыш тақырыбында көптеген қазақша терминдер бар. Ғарыш, ғарышкер, аспан әлемі, жер, күн, шолпан, салмақсыздық. Бұның барлығы оқушылардың жаңа сөздерді үйреніп, сөздік қорын кеңейтуіне өз ықпалын тигізеді. Келесі слайд бола ма? Ғылыми стильді алып қарайтын болсақ, ғарыш туралы мәтіндер ғылыми стильде жазылады. Қазақ тілі сабағында оқушыларға ғылыми стильдің ерекшеліктерін үйретуге болады. Ғарыш тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды талдау, аннотация жазу, сызба құру пәндік байланысқа өте ыңғайлы болып келеді. Келесі слайдта. Синтаксис және грамматикамен алып қарайтын болсақ, салыстырып, ғарыш туралы мәтіндер арқылы сөйлем мүшелері, сөйлем түрлері, құрмалас сөйлемдерді үйретуге болады. Грамматикалық формалар, баяндауыштың шақтарын, есімшелер мен көсемшелерді қолдану арқылы мәтіндер құрастыру. Жалғаулар жүйесі, тәуелдік, септік, жіктік жалғауларын қолдану арқылы мәтіндер құрастыру болып табылады. Келесі слайдта ашуға болады ма?
Мәтін құрастыру және шығарма жұмыстарын алып қарайтын болсақ, бұнда әңгіме, сипаттама, хабарлама, шағын мақала жазу, оқушылар ғарыш тақырыбында әртүрлі жанрдағы мәтіндер құрастырады. Шығармашылық тапсырмалар: егер мен ғарышкер болсам, болашақта ғарыш әлемі, Байқоңыр, ғарышқа апаратын көпір деген шығармашылық тапсырмалар орындайды. Көркем шығарма жазу: ғарыш тақырыбында көркем шығарма жазу арқылы оқушылар шығармашылық қабілеттерін дамытады. Қазіргі уақытта 4-ші сыныптарда ғарыш туралы тақырыптарды модульді бастап тақырыптар өтіп жатырмыз. Оқушылар үшін өте қызықты, өте қызығады. Себебі болашақта ғарышкер немесе ұшқыш болам деген болғысы келетін балалар өте көп. Сондықтан осы әңгіме жазуда, шағын мәтін құрастыруда өте балалардың қызығушылықтары жоғары деп айтуға болады. Келесі слайдқа ашуға бола ма? Және бізде қазақ тілі пәнінде тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым 4 дағдыны басты назарға аламыз. Сонда тыңдалымды алып қарайтын болсақ, ғарыш туралы деректі бейнеролик көруге болады. Оқылымда ғарыш туралы ғылыми танымдық мәтін оқу, жазылым шағын шығарма немесе пікір жазу, айтылым ғарыш туралы өз ойын білдіру, сұрақ жауап беру. Сонымен қатар бұл 4 дағдында әр сабақта болмаса да 2-2 дағдыдан әр сабағымызда қолданып өтуімізге болады. Мәдени және тарихи байланыс. Келесі слайд бола ма? Мәдени және тарихи байланысы: Байқоңыр әлемге әйгілі ғарыш айлағы. Бұл қазақ халқы үшін Байқоңыр әлемге әйгілі ғарыш айлағы. Ғарыш қазақ тіліндегі тілдік бірліктердің, көркем шығармалардың, ұлттық дүниетанымның қайнар көзі болып табылады. Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов туралы материалдар арқылы оқушылар ұлттық мақтаныш сезімін қалыптастырады. Қазір сол 4-ші сыныптарда өттік. Талғат Мұсабаев туралы өттік, Тоқтар Әубәкіров туралы өттік. Келесі тақырыптар Айдын Айымбетов туралы өтеміз. Қазақ дүниетанымында жоқ, жаңағы слайдқа қайттан барыңызшы. Дүниетанымдағы ғарыш ұғымы қазақ халқының ғаламдағы 3 әлемге бөлген: жоғары әлем, орта әлем, адамзат әлем, төменгі әлем, ғарыш әлемі. Тіл мен әдебиеттің идеялық тақырыптық көркемдік байлығын арттырып, жас ұрпақты армандауға, ізденуге, ғылымға деген қызығушылығын арттыруға тиімді құрал. Енді өз сөзімді қорытындылай келе, келесі слайдты бола ма екен? Ғарыш бұл ғылым мен білімнің, өнер мен тілдің тоғысқан орталығы. Қазақ тілі пәнінде қолдану, шығармашылық пен танымды дамытады. Ғарыш жас ұрпақ үшін болашақта бастар алтын көпір деп айтуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, көп рахмет. Олай болса, келесі спикеріміз бізде Оралбекова Елена Витальевна. Вы тут? Да, слышно меня? Да, слышно. Все, добрый день. Так, первый слайд, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать всех участников конференции. Сегодня мы окунулись с вами в увлекательное путешествие, которое объединяет технологии, образование, науку, экономику и космос. Замечательные спикеры сегодня выступили в разных направлениях. Это и математика, физика, информатика. Также мы узнали и как с коррекционными детками работать, нейрогимнастику сегодня посмотрели у первого спикера. А я хочу затронуть немного тему, как исследование космоса уже сегодня формирует новую экономику и дает новые возможности для развития образования. Второй слайд. Сегодня мы развиваем свою спутниковую систему. Казахстан участвует в международных космических проектах и формирует национальную экономическую и космическую политику. Это не просто наука, это вклад в цифровую трансформацию, связь, безопасность и развитие сельского хозяйства. Космос уже часть нашей экономики. Следующий слайд. Казахстан активно сотрудничает с ведущими космическими державами. С Россией через Байконур и Восточный, США через обмены эмиссий НАСА, Китай, Япония, совместные проекты, технологии, программы. Наше географическое положение и инфраструктура делают нас привлекательными для международных космических инициатив. А это новые инвестиции, технологии и рабочие места. Далее. Космическая индустрия создает абсолютно новые экономические направления. Следующий можно слайд переключить?
Новые экономические направления. Космический туризм требует строительства, транспорта, искусственный интеллект, сопровождение, добыча полезных ископаемых с астероидов, долгосрочные инвестиции в ресурсы будущего. Спутниковые технологии уже повышают эффективность сельского хозяйства, следя за экологией и предотвращая стихийные бедствия. Космос стал частью экономики и будет расти еще быстрее. Далее. Перспективы для молодых специалистов. Космическая отрасль требует новых кадров, и мы, педагоги, должны их готовить. Нужны специалисты, физики, инженеры, предприниматели, информатики, работая с искусственным интеллектом. В Казахстане уже создаются программы подготовки школьников, как говорили уже наши коллеги, да, применять STEM-технологии. Подготовка также студентов, научные кружки, олимпиады, IT-хабы. Наше будущее – это молодежь, способная работать с передовыми космическими технологиями. Космос – мощный инструмент для вдохновения STEM-обучения. Моделируя полеты, дети изучают физику, математику. Работа с спутниковыми снимками развивает навыки анализа и программирования. Хакатоны, проектные лаборатории формируют мышление исследователей и стартапов. Вот буквально из последних реальных примеров. В 2023 году стартап из Астаны, используя спутниковые данные мониторинга катастроф, вошел в 5 стартапов Паль-Альпа, США. Начав с идеи, данная разработка вошла на международный рынок. В 2024 году школьники из Абайской области разработали устройство для беспроводной передачи энергии в космос. И также сейчас это устройство используется на Байконуре. Ну а буквально вчера из последних новостей, 11 апреля, как я уже сказала, 2025 года ученики Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления из Алматы стали победителями международного конкурса, организованного НАСА. Завоевали 2 медали. Это золото и 2 место. Из 26 тысяч участников и 25 стран мира. Победу одержали автономная космическая станция на орбите Юпитер, рассчитана на проживание 20-30 тысяч человек. Как не гордость за наших коллег, которые готовят таких замечательных учеников и замечательные проекты. И 2 место также, как я сказала, уже алматинские школьники, космическая станция на орбите спутника Юпитер. Проект рассчитан на проживание до 45 тысяч человек. Космос становится платформой для предпринимательства, науки и образования. Следующий слайд. Будущее космической индустрии. У Казахстана есть огромный потенциал для развития космоса. Так, следующий слайд можно? Так, 9 место в мире по территории. 3 действующих спутника Кастар. Байконур, как уже говорили многие коллеги, да, это гордость Казахстана с 1957 года, ключевая точка мировой космонавтики. Сейчас наш момент создать собственные стартапы, обучать новое поколение, формировать экономику знаний. Исследование космоса, уважаемые коллеги, это не только научные исследования, это реальная основа для экономики будущего. Это новые профессии, новые технологии, международное сотрудничество. Это главное шанс выходить на мировые рынки. Поздравляю всех коллег с праздников, новых вершин всем и больших достижений. Рахмет. Спасибо большое. Уважаемые, есть вопросы? Спасибо, Елена Витальевна. Рахмет, коллеги, рахмет. Көп рахмет, Елена Витальевна, өте ақпаратты баяндама болды. Келесі бізде Тинькова Светлана Юрьевна. Вы тут? Добрый день, уважаемые коллеги. Всех праздников, Днем космонавтики. Разрешите вам сегодня представить свое выступление на тему STEM-технологий в преподавании математики младшим школьникам на материале космической тематики. Можно следующий слайд?
Современное образование, оно ставит очень много задач перед собой, и в том же случае ставит развитие задач по развитию критического мышления, исследовательских навыков, креативного мышления. И технологии STEM, конечно же, они помогают реализовать эти все подходы. Да, то есть это здесь и естественные науки, технологии, инженерия и математику, которые интегрируются в естественные науки и еще раз технологии в инженерию и в математику. В условиях цифровой трансформации образование STEM-технологий становится эффективным формированием математической грамотности. И вот наш опыт показывает по результатам 2023-2024 года, что мотивация при изучении космоса и STEM повышает вовлеченность детей на 37%. Почему? Можно следующий слайд, да? Потому что маленькие детки, младшие школьные, дошкольного возраста, всегда их интересует и математика, а также всегда интересует космос, ракеты, звезды, планеты и так далее. И при изучении данных тем в разделе математики абстрактные математические понятия, такие как дробь, скорость, расстояние, презентация исчезла. Сейчас. Они становятся детям, эти понятия, осязаемыми, то есть дети начинают их понимать. А также в этих условиях, когда мы работаем, опять же, на космическую тематику, используем STEM-технологии, то позволяем связать науку с практикой и показать, как же математика используется в космических миссиях. Действительно, космическую математику можно использовать в разных разделах математики, такие как алгебра, это когда мы работаем с числами, арифметическими задачами, в разделе геометрия мы можем использовать, а также когда мы с логическими задачами. Следующий слайд можно? Сейчас я вам приведу примеры заданий, связанных с математикой, и также с практической работой, которая содержит STEM-технологии, как это можно использовать в начальной школе. Например, практическая работа выживания на лунной базе. Да, то есть здесь прописаны цели, вы видите материалы на слайде. И задание дается детям такое. На лунной базе 5 астронавтов, запасы 20 тюбиков еды, 15 литров воды. Каждый тратит в день 2 тюбика еды и 1 литр воды. Хватит ли запасов на 3 дня? То есть детям необходимо здесь выполнить сначала расчеты математические, да, и дальше выполнить практическую часть, то есть ответить на вопрос, хватит, не хватит еды, да, смоделировать эту ситуацию, то есть если можно раздать кубики или карточки, там квадратики и так далее, то есть дети могут здесь моделировать. И потом можно еще разные карточки ЧП вводить, например, треснул бак с водой, потеряно 5 литров, что делать, да. То есть таким образом мы развиваем какие-то исследовательские навыки креативного мышления. С детьми обсуждаются варианты, и по ходу еще формируется навык умения работать с данными, анализировать и вносить вот таблицу, да, день, расход еды и так далее. Следующий слайд можно. Следующий пример задачи. Практическая работа «Построй модель планет по размерам». Да, тоже очень дается здесь у нас задание. То есть Солнце шар диаметром 20 сантиметров, Земля в 10 раз меньше, Луна в 4 раза меньше Земли. Найдите диаметр Земли и Луны, имеется в виду для создания модели. Да? Дети тоже выполняют расчеты. Здесь расчеты связаны не только с арифметикой, а с переводами с именованными числами. И дальше выполняют практическое задание, что детям тоже очень нравится. То есть закрепляют навыки, да? То есть как расположена орбита, где находится Солнце, где Луна и так далее, через практическую работу, то есть STEM-технологии. Следующий слайд можно. Следующая практическая работа. Построй модель ракеты, рассчитай пропорции. То есть дети строят модель ракеты. То есть сначала они вычисляют арифметические действия, выполняют, да, вычисляют, определяют, чему равна каждая дробь, то есть 1/3 длины от 30 сантиметров, 1/2 и так далее. И затем в соответствии с этими измерениями они уже строят, вырезают и выстраивают модель ракеты, то есть проектируют, да, инженерия здесь у нас прослеживается. Здесь очень много слушателей, которые проходят курс «Искусственный интеллект». Я хочу сказать, что изучая математику, можно делать тоже скриншоты заданий в учебниках, отправлять в чат GPT, либо в другие разные здесь искусственные интеллекты и задать. Составь аналогичные задания на тему космоса.
И то есть таким образом, да, теми же самыми расчетами, с теми же самыми числами мы можем получать задания на тему космоса. То есть экономить свое время. То есть это очень сейчас легко и просто все делается. Следующий слайд можно? Таким образом, внедряя в математику STEM-подход и космическую тематику, мы развиваем у детей следующие навыки. Это математическая грамотность, это исследовательские навыки, инженерное мышление, технологическая грамотность и критическое мышление. Это очень нужные навыки, которые необходимо формировать у детей 21 века. Ну и, соответственно, когда мы развиваем навыки, у нас формируются умения определенные, да, а навыки развиваются через понятия, которые с правой стороны на слайде вы тоже можете видеть. Можно следующий слайд? На следующем слайде, нет, чуть выше слайд. На следующем слайде, вот на этом слайде, если, нет, ниже, да. На этом слайде есть QR-код, очень интересный сайт по STEM-образованию, вот такими вот замечательными работами, STEM-работами. Когда на тему космоса, там абсолютно разные темы, можно с детьми, то есть произвести расчеты и построить вот такие вот, скажем так, поделки, то есть и как глобус вращается, как ракета запускается. Вот здесь вот видите, пальчиком нажимается, загорелась, тюбик надавливаем, тоже паста вытекает, да, или, скажем так, пища вытекает, да, и так далее. И вращение планеты Земля вокруг Солнца, тоже модель можно сделать, пальчиком нажимаешь, и круг поехала, вращается. То есть очень много показано, как это делается, детям это интересно, и на уроках это можно тоже практически использовать. Таким образом, исследовательский подход способствует активному вовлечению школьников в процесс самостоятельного изучения и открытия новых знаний. Космическая тематика делает изучение математики более увлекательным и наглядным. А STEM-подход позволяет детям не только осваивать математические операции, но и применять их в реальных исследованиях. Такой формат обучения формирует у школьников аналитическое мышление, интерес к науке и творческий подход к решению задач. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Светлана Юрьевна. Көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, есть вопросы? Жақсы, олай болса, біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің секциямыздың жұмысы да аяқталуға аз қалды. Соңғы баяндамамен бізде Макенко Оксана Владимировна. Слово вам. Вы тут? Да, добрый день. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно, да, слайд? Я хотела бы рассказать о применении STEM-подхода к обучению будущих инженеров на уроках информатики. Ну, всем известно, что мы живем с вами в эпоху стремительного технологического развития, и перед нами стоит задача не просто обучать детей информатике, а формировать у них инженерно-технические компетенции, которые станут основой их профессионального будущего. Следующий слайд, пожалуйста. Именно применение STEM-подхода предоставляет обучающимся понять мир вокруг себя, чтобы стать востребованными специалистами с дивергентным мышлением. Следующий слайд. Специфика этого процесса заключается не только в содержании предмета, которое должно быть доступным и адаптируемым, но и следует учитывать возрастные особенности учащихся, также создать увлекательное образовательное пространство, использовать различные виды деятельности, это могут быть творческие проекты, соревнования, конкурсы, а также активные методы обучения, о чем коллеги уже говорили, это проектные и исследовательские подходы. Следующий слайд, пожалуйста. STEM-подход объединяет науку, технологию, инженерию, математику в единое целое. Таким образом, учащиеся видят межпредметные связи между этими предметами, и у них есть возможность практической реализации своих идей через технологии. То есть именно такая интеграция является мощным инструментом для повышения интереса к учебе, к изучению науки, техники, а главное, конечно же, к дальнейшему своему профессиональному самоопределению. Следующий слайд. Сейчас мы с вами рассмотрим примеры использования STEM-подхода именно на уроках информатики.
Значит, учебный материал на уроках у нас построен по спиральному обучению, то есть какие-то темы мы начинаем изучать в начальной школе, и затем дальше по спирали проходит углубление в более старших классах. Робототехнику учащиеся изучают, начиная с начальной школы, и в 5 класс уже приходят с багажом знаний. Поэтому в 5 классе при изучении темы использования датчика цвета, да, то есть мы можем выбрать вот такое задание, то есть использовать датчик цвета для сортировки образцов. То есть задание определить объекты по цвету и рассортировать их в разные контейнеры. Ну, поскольку 5 класс это еще все равно только начальная ступень средней школы, поэтому даем обязательно пояснение, что должен делать робот. То есть он должен подъехать к объекту, отсканировать цвет и в зависимости от цвета этот предмет переместить в другое, ну, в контейнер, скажем так. Следующий слайд, пожалуйста. Также, значит, при изучении тоже датчиков цвета здесь можем использовать ультразвуковой датчик, то есть определять расстояние. Назовем эту задачу как космический патруль. Робот объезжает зону по квадрату или кругу, избегая столкновений с препятствиями. Тоже даем пояснение, на какой угол должен повернуть робот. Если встречается препятствие, должен сделать разворот. И также здесь, посмотрите, можно использовать цикл. То есть если движение по кругу, то по квадрату, извините, то повторение движения будет у нас 4 раза. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Использовать датчик ультразвука для нахождения объекта. Тоже можно назвать задачу «Космический исследователь сканирования поверхности», подготовить вот такую поверхность с различным покрытием, то есть там можно использовать опилки, какие-то палочки и так далее. То есть тоже робот будет двигаться вперед при обнаружении препятствия, используя ультразвуковой датчик, он будет останавливаться и издавать звуковой сигнал, например, и после паузы продолжать движение. То есть именно такие задания, использующие роботов, да, учащиеся учатся решать реальные задачи, связанные с исследованием, то есть они обсуждают стратегии, работают в команде, распределяют роли, то есть это формирует инженерные компетенции. Следующий слайд, пожалуйста. Когда мы изучаем компьютерную графику, которая в следующих классах у нас уже проходит в 3D-моделирование, мы тоже можем использовать космическую тематику, попросить учащихся создать трехмерную модель ракеты, например. Здесь следует помнить, да, что если она будет вот в таком виде, как сейчас на рисунке справа, да, то есть только 2 опоры иметь. То есть когда мы поворачиваем в Paint 3D, дети видят, что модель получилась плоская, а она должна быть объемная. Раз мы говорим об объемных моделях, соответственно, они еще добавляют вот эти ступени, да, которые мы говорим, когда ракета взлетает, эти ступени падают. Также мы можем попросить учащихся создать трехмерную модель Земли, и тоже они видят, что модель Земли на самом деле она не плоская. Следующий слайд, пожалуйста. В 6 классе мы уже... Предыдущий слайд, пожалуйста. Угу. В 6 классе мы можем создавать модели с помощью Tinkercad, значит, трехмерную модель, то есть дети тоже могут вращать модель, видеть ее с любого места. То есть это могут быть космические роботы, космический корабль, то есть космическая станция, все, что может наше воображение предложить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, конечно же, у нас в школах имеется у всех 3D-принтеры. Вот вы видите модели наших учащихся, то есть есть и самолет, и ракета, да, если связано с космосом. Ну и, конечно же, можно все что угодно напечатать. Ну, этот процесс у нас не только увлекательный, да, развивает пространственное мышление, конечно же, навыки проектирования и внимания к деталям, то есть чтобы модель при печати была устойчивая, то есть у нее должны быть точки опоры. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и изучение программирования. Я вам показала сейчас пример в 4 классе. В 4 классе дети изучают у нас среду программирования Scratch, то есть программирование в игровой форме. Здесь можно предложить детям создать игру «Астероиды на пути», то есть они создают спрайт астероида, спрайт космического корабля, космический корабль движется и не должен столкнуться с астероидом. Если произошло столкновение, то, соответственно, выводится сообщение.
И эту программу потом можно усложнять, то есть набирать очки, какие-то еще там космические объекты добавлять и так далее, усложнять. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, пропала презентация. С 6 класса мы начинаем изучать программирование на Python. Презентацию, пожалуйста, можно? Значит, в линейные алгоритмы у нас изучаются. Значит, вот подборка задач, посмотрите. Полет ракеты, напишите программу, рассчитывающую время полета ракеты до орбиты при заданной скорости. То есть используется у нас скорость, время, расстояние. Дальше, масса на других планетах. Тоже почему бы не рассчитать свой вес на различных планетах с учетом ускорения свободного падения, да? Дальше космические путешествия. Рассчитать общее расстояние пути корабля между планетами. То есть мы полетели, например, с Земли на Марс, с Марса на Юпитер. Какое расстояние мы пролетим. Космический спутник тоже. Напиши программу, рассчитывающую, сколько оборотов вокруг Земли делает спутник за 24 часа, если один оборот занимает, например, 90 минут. Так, следующий слайд, пожалуйста. В 7 классе мы уже начинаем изучать разветвляющиеся алгоритмы, это условные алгоритмы. То есть здесь мы можем использовать такие задачи. Обнаружение неопознанных летающих аппаратов, объектов. Да? Напиши программу, рассчитывающую, если НЛО в введенных координатах. То есть здесь мы можем взять математику, 4 координатные четверти, задаем случайные координаты и сравниваем с введенными. То есть если там у нас в этом диапазоне ракета. Дальше сравнение планет. Напишите программу, которая сравнивает радиусы планеты и выводит название планеты с наибольшим радиусом. Симулятор телескопа. Напиши программу, которая проверяет, входят ли координаты звезды в заданный диапазон видимости телескопа. Допуск к старту. Напиши программу, которая проверяет уровень топлива. Если он выше 70, ну, к примеру, да, запуск ракеты разрешен. Иначе вывести сообщение о необходимости дозаправки топлива. Следующая задача. Время суток. Напиши программу, которая выводит время суток на орбите, то есть день или ночь. Следующее, пожалуйста. В 8 классе у нас используются уже циклы с условием. И с предусловием и с известным числом повторений. Здесь тоже можно, например, написать программу для вывода списка всех планет с порядковым номером, то есть здесь мы уже списки используем. Матрицу, то есть можно звезды в определенной последовательности напечатать, то есть использовать вложенные циклы. Дальше напиши программу для вывода сигнала «Связь установлена», указанное количество раз, то есть тоже этот цикл используется. Метеоритный дождь, имитация метеоритного дождя, вывести координаты n случайных метеоров. И, например, сумма сигналов, то есть посчитать нахождение суммы всех сигналов, полученных за определенное количество дней. Ну и, конечно же, учащиеся учат не только язык программирования, они опять же исследуют, сравнивают, проверяют гипотезы, то есть проводят настоящую научную работу. Ну, в 9 классе при изучении блока Pygame, то есть мы тоже можем уже создавать проекты 2D-игры. Ну, конечно же, проекты, связанные с космосом, мотивируют учащихся на изучение предмета, формируют, конечно же, навыки 21 века. Ну, таким образом, мы видим, что применение STEM-подхода в преподавании информатики – это интересно, да, это инструмент, который позволяет формировать мышление учащихся, мышление будущего инженера, исследователя. Таким образом, обучая информатике, мы готовим учащихся к жизни, где инженерное мышление становится одним из ключевых факторов успеха. И если мы будем грамотно использовать с вами STEM-методы, то наши ученики обязательно найдут свое место в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо, Оксана Владимировна. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Спасибо вам, огромное спасибо. Сейчас я демонстрацию установить.
Аха. Олай болса, құрметті әріптестер, бүгін біз өз секциямыздың жұмысын аяқтадық. Бұл соңғы баяндама болатын. Бүгінгі біздің жалпы семинардың тақырыбы ол ғарыш ғылымның қайнар көзі деп аталады. Бұл халықаралық конференция. Халықаралық конференцияның бірінші секциялық жұмысын аяқтап отырмыз. Осы секцияның соңында біз сіздерден қысқа кері байланыс сұраймыз. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Желающие. Надежда Шукрута, город Рудный. Ну, для меня просто курсовое сопровождение очень значимо. Это опыт выступления перед коллегами, сотрудниками. Есть возможность поделиться своей темой, потому что это авторская разработка, применяемая на занятиях циркового искусства и адаптирована абсолютно для всех кружков и предметов. Поэтому благодарю за внимание, благодарю за хорошую аудиторию, кто присутствует, слушает. И очень много для себя узнала нового от коллег и по математике, и по информатике. И много вопросов, но надо сначала переварить то, что я уже услышала. Көп рахмет, көп рахмет. Аха. Тағы да, құрметті әріптестер. Спасибо за хорошую организацию. Очень было приятно общаться со специалистами со всего Казахстана. Желаю всем дальнейших успехов, чтобы вы все это, как говорится, воплощали в жизнь. Рахмет, рахмет. Спасибо большое организаторам. Хорошая такая продуктивная суббота сегодня у нас с праздником, уважаемые коллеги. Есть над чем поработать, много информации получили, много интересных моментов. Желаю всем творческих успехов и воспитываем и развиваем детей наших. Всем удачи, коллеги. Рахмет. Тағда, құрметті әріптестер, бізде чатта да өте көп хабарламалар келіп жатыр. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Өте алар көп конференция болды. Өзіме де көп дүниелер алдым. Сондықтан сіздерге мың алғыс, үлкен рахмет. Осындай керемет конференция ұйымдастырғандарыңызға. Барлық спикерларға жұмыстарыңыз өте керемет болды. Өзімізге керек дүниені алдым деп ойлаймын. Өте әсерлі конференция болды. Рахмет сіздерге. Рахмет. Спасибо большое организаторам, всем коллегам, кто сегодня выступал с докладами, содержательные, грамотные, хорошие доклады, можно брать в практику. Спасибо сегодня всем слушателям, тут было очень много слушателей, больше 100 человек, и читаю комментарии, то есть пишут, что и познавательно, много для тебя взяли, поэтому спасибо большое за обратную связь, нам это тоже было полезно, и мы для этого старались, для того, чтобы кто-то мог взять в практику то, что мы сегодня предлагали, рассказывали из своей практики. Еще раз спасибо организаторам, спасибо вам за курсы искусственного интеллекта, спасибо вам за организацию, за возможность выступить, да, и по приказу к аттестации в платформе УСТАТ. Огромное-огромное спасибо вам, творческих успехов, вдохновения, новых проектов. Приглашайте на конференции, приглашайте на курсы, мы всегда только за. Спасибо. Рахмет, көп рахмет. Коллеги, всем спасибо за содержательные доклады. Спасибо организаторам большое, что предоставили нам сегодня встретиться, обменяться опытом своей работы. Очень много было интересных, полезных идей. Я думаю, каждый из нас пополнил свой багаж знаний, и теперь новые идеи будем внедрять в работе с детьми. Ну и отдельное спасибо за курсы искусственного интеллекта. Про эти курсы мы узнали от Светланы Юрьевны, от директора нашей школы, и вот сейчас мы на завершающем этапе этих курсов. Просто в восторге, столько много полезного мы узнали, что будем теперь использовать в работе, что действительно будет экономить наше время, что облегчит нашу работу как педагогов. Всем большое спасибо. Сізге де көп рахмет.
Құрметті әріптестер, тағы да бар ма? Жақсы, кері байланыстарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі шынымен де бүгінгі секцияның әрбір доклады өте ақпаратты, өте қызықты, шынымен де өте көп жұмыс жасап жүргендеріңіздің дәлелі. Сондықтан да сіздерге үлкен рахмет айтамын, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Жалпы бүгінгі мына жерде сұрақтар қойылып жатыр. Бұл конференцияға, алдағы уақыттағы семинарларға қалай қатысса болады? Біздің Инстаграм парақшамыз бар, әлем нежный правил центр деген. Осы Инстаграм парақшамызға жазылып алыңыздар. Сол жерде біз осындай семинарларды алдын ала хабарлайтын боламыз, немесе дайретке шығып өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сондықтан да алдағы уақытта курс, оның барлығы осы Инстаграм парақшасында жарияланып отыратын болады. Сіздерге үлкен рахмет айтып, алғысымызды білдіріп, бүгінгі жұмысымызды аяқтаймыз. Ғылым күні құтты болсын, космос күні құтты болсын. Тек қана сіздерге сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Всем спасибо. До свидания.